В центре внимания на презентации новая книга Капитона Чехкиева «Кремниевые горы». Такое название книги выбрано не случайно, ведь именно так назывался незаконченный роман писателя. В книгу вошли стихотворения и проза. Люди, которые болеют за нашу литературу, за наше просвещение, за нашу культуру, собрали все его произведения и опубликовали под одной обложкой. Его родственниками переиздана эта книга. Это большой подарок для ингушской литературы и для вообще нашей культуры. Я считаю, что его произведения не получили должную оценку, они недостаточно исследованы. Одним из авторов проекта по поиску и составлению материала для книги «Кремниевые горы» стал Тамерлан Чехкиев, родной племянник писателя. Он вместе с Биланом Чехкиевым и Султаном Мережковым провел большую работу по сбору произведений Капитона Чехкиева. Часть экземпляров книги «Кремниевые горы» уже передана в школьные библиотеки. В дальнейшем планируется дополнительный тираж, чтобы как можно больше читателей смогли познакомиться с творчеством автора. Тяжело собирался материал, потому что у него издания были мелкими, там, кто в газетах, кто в журналах, там где-то маленькие книжечки, такого сборника не было. И давно вот отец живой был, он мечтал чтобы сборник. Капитон же рано умер, 35 лет было, в 60-м году. Имя Капитона Чехкиева хорошо известно в Ингушетии. Родился он в 1924 году в селе Базоркино. Судьба не раз испытывала его на прочность. Депортация, тяжелые условия жизни, но он все равно не оставлял творческую работу. Первые стихи начал писать еще в юности. Поэзия Капитона Чехкиева находит отклик не только у зрелых читателей, но и у школьников. Мы познакомились с ним в 7 классе. Он очень талантливый, очень хорошо пишет свои произведения. Мне очень нравится. Презентация прошла в теплой душевной атмосфере. Гости прочитали стихотворение писателя и обсудили его большой вклад в культурное наследие Ингушетии. Капитон Чехкиев – это один из значимых ингушских писателей 20 века. Его стихи и рассказы наполнены любовью к родной земле и народу. Сегодня, благодаря усилиям близких и неравнодушных людей, творчество писателя все еще продолжает жить. Мария Амбата, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.